Цифровизация — это очень опасный термин, потому что может быть цифровая диктатура, в которой нас могут погрузить, а может быть защита конкретного каждого из нас человека и соблюдение ценностей и прав личности, да. Поэтому, когда говорят цифровизация, и под цифровизацию подгребают создание авторитарной системы в стране, ну, я против такой цифровизации. Она не сократит затраты на госаппарат, а только может увеличить. Так это делается сейчас. Создаются какие-то госпредприятия очередные. Это же создается все за счет наших налогов. То есть кто-то распределяет налоги для себя таким образом, создает цифровой контроль над каждым из нас. Я сторонник того, что в понятие цифровизации был включен рынок, когда рынок создает сервисы, государство должно отдать эти сервисы. Посмотрите на Эстонию, там государство не занимается услугами. У нас ДИА зачем-то занимается услугами, узурпирует под собой право оказывать сервисы бизнесу и гражданам. Зачем? Они не смогут, как государство, это сделать эффективно. Стандартами они не занимаются, а нужно заниматься стандартами. То есть если заходит, например, бизнес-общество, оно может выработать стандарты, взаимодействовать друг с другом, стандарты по безопасности. Государство должно быть здесь третейским судьей и слегка там направлять куда-то, да. Но все это необходимо передавать бизнесу. Очень многие функции можно передать. И даже без цифровизации можно резко сократить госаппарат и увеличить зарплаты оставшихся. Просто вопрос стратегирования, о котором, к сожалению, по крайней мере, ни предыдущие, да, премьеры, ни президенты не говорили о стратегировании совместно с бизнесом. Но сейчас вот есть попытка, насколько я знаю, там Андрей увлечен, и мы надеемся, что это получится. Но тогда нужно начинать с базиса. Цифровизация — это следствие.